За 10 лет выхода нашей передачи в эфир мы побывали в 20 районах республики, снимая приемные семьи. И вот в апреле мы впервые отправились в Усьмайский улус. Часть пути в одно из сел проходила по реке Алдан, и снежные заносы на дороге временами затрудняли нашу поездку. Преодолев весь путь, мы прибыли в село Эжанцы, единственный населенный пункт Эжанского национального наслега. В селе проживает 332 человека и 4 приемные семьи. Встреча с ними прошла в этнокультурном центре Геван. Этнокультурный центр является местом частых встреч приемных семей. Здесь они не только занимаются творчеством, но и тесно общаются друг с другом. И сегодня мы познакомимся с 3 приемными семьями. Одна из первых приемных мам в Усьмайском улусе – Анна Семеновна Расторгуева. Анна Семеновна, представьте, пожалуйста, вашу замечательную семью. Кто здесь присутствует? Здесь вот 2 Антоновых. Антонова Таня, старшая, и Антонова Наташа. Они с Усьмайского улуса, с Усьмай. И вот старшая, Майя. Самая старшая вот в нашей семье Майя и сестренка Ира. Расскажите, когда у вас появились дети и почему? В 2014 году все дети мои разъехались, обзавелись семьями. И я вот затронула вопрос об усыновлении. Мы в семье обсудили, долго думали, потом обратились в орган опеки. Там прошли собеседование, школу приемных семей, собрали документы, но это было очень долго. Потом поехали в город Якутск. Вот там Министерство образования нам предложили, заказывали детей, и я изъявила желание взять 2 девочек от 5 до 7 лет. Через неделю проходили там школу приемных семей. Через неделю нас пригласили в Берегиню. В Берегине я взяла Майю и Иру. Вначале они были очень маленькие, даже меньше Наташи. Девочки мне понравились с первого раза, с первого взгляда. Я их полюбила, и они ко мне потянулись. Через неделю мы поехали домой. Ну, сами понимаете, наверное, адаптация. Были трудности, конечно, не скрываем. Были трудности, дети маленькие были. Ну, все пережили. Теперь дружная семья. Потом в 2019 году мы решили взять еще 2 девочек. Вот они мои, Таня и Наташа. Тоже старшей было 7 лет, и младшей тоже 5 лет. Наташа сейчас в 3 классе учится. У нас в семье одна отличница, Майя в 10 классе, и одна хорошистка, вот Наташа. Наташа и Таня очень любят танцевать. В этнокультурном центре села Эжанцы дети занимаются в вокальном и танцевальном коллективах и имеют возможность для всестороннего развития. Я хожу на танцевальный и на кукольный театр. Вот в 4-м, в 3 классе ходила, пока сейчас нет. Я хожу в секции шашки и шахматы. Когда-то ходила в Северное Многоборье тоже. 17-летняя Майя тоже увлечена танцами. За 9 лет она многому научилась у своей приемной мамы Анны Семеновны. Когда я приехала сюда, я многому научилась. Мы с Сирой, думаю, что стали еще дружнее. Анна Семеновна, бабушка, научила нас многому готовить, шить, стряпать разные, да, так. Она помогала нам
разговаривала с учителями и помогала нам посещать секции, кружки. Еще одна приемная мама – Екатерина Петровна Трофимова. 14 лет назад она взяла на воспитание 2 мальчиков, оставшихся без попечения родителей. Наша семья приемная образовалась в 2009 году. Мы взяли 2 братьев, Трофимов и Лаврентий, ребенок инвалид по зрению. Ему уже сейчас 19 лет. И Трофимов Ярослав, которому сейчас 17 лет. 7 декабря 2022 года я еще 2 взяла. У меня все мальчики своих, 3 мальчика, 2 приемных мальчика. Сейчас я взяла девочку и мальчика. Девочке лет 4 годика, мальчику 7 лет. Ну и вот как идет воспитание? Были какие-то, вот, может быть, трудности в адаптации? Ну, вот когда вот своих, Трофимова, которые первые у меня были, трудностей не было. А вот маленькие, которые, я же девочку не знала, как воспитывать, у меня девочки не было, вот трудности были. Общаясь с приемными семьями Расторгуевых и Атласовых, Екатерина Петровна учится, как воспитывать и развивать девочек. И большую роль играет Ая Егоровна Атласова. Она является директором этнокультурного центра. У меня родных детей 3, и вот 2 дочки опекаемые. Одна сестренка и вот дочка. Сестренку у меня удочерила мама, когда было ей 1,5 годика. И через год она у нас жила. Жила она у нас где-то месяц. Поэтому мы тоже что-то захотели и подумали, год думали, и через год у нас появилась Лилия. Они одногодки, в одном классе учатся. Вот позапрошлом году мама не стала, вот поэтому сестренка ко мне переехала. Вот теперь у нас большая семья. У меня еще был мальчик, Антошка, 6 месяцев у меня жил. Потом родители забрали. У меня родных детей 3, 2 студента и 1 10-классник, сын. Старшей дочке 22 года, она красным дипломом юридический колледж закончила, теперь учится на экономиста. И сын учится в медколледже на фельдшера. Наш папа является главой рода Атласовых, охотника. Я росла в многодетной семье, нас было 10 детей. Поэтому я что-то к детям быстро привыкаю, и дети ко мне быстро привыкают. И у меня же девочки, с ними вот сложностей нету. Это. Вот вы учите девочек делать браслеты, да? Браслеты. А вот расскажите о вашем увлечении, вот вы же мастерица, да? Я люблю, у меня мама умела шить, меня мама научила всему, что я умею. Вот я, например, делаю шумовые инструменты. У нас поселок является Авенкийским национальным поселком. Я сама директором клуба являюсь, поэтому вот и полезно, и это увлекательно. Вот я делаю разные шумовые инструменты из копыт оленя, из костей, и вот кожа, чистая кожа. Бисером можно украсить. Есть шумовые инструменты, это рога быка. Они тоже вот звучат. Эвенк и якутка. Еще мы готовим, оладушки готовим, блинчики, там мучные. Я хочу самостоятельной жизни. Скоро они уже вырастут, уже 14 лет, 16 уже не за горами. Хочу, чтобы они из дома вышли уже самостоятельными, да? Все, чтобы умели. Вот расскажите, вы школу закончите, куда планируете поступать? Я не знаю. Может, психолог или переводчик. А какие языки вы учите? Английский, корейский. Хочу еще испанский и японский, наверное. Несмотря на отдаленность и малочисленность села Ижанцы, дети живут здесь интересной жизнью. И огромная заслуга в этом приемных семей, которые показывают пример ответственного воспитания детей. Мы
Мы провели интересную встречу с приемными семьями села Ижанцы, но на обратном пути в Усьмаю погода резко поменялась, и метель настолько замела все вокруг, что мы застряли. Вначале самостоятельно пытались пробить дорогу, и потом ждали подмогу. За это время стемнело и настолько замело, что трактору с большим трудом удалось вытащить нашу машину. Это была первая экстремальная поездка среди множества других. Но, несмотря на это, мы продолжаем наши поездки и знакомства с новыми приемными семьями. Познакомьтесь, Кирилл. В свои 13 лет он уже учится делать лезвия ножей в столярной мастерской. Сперва мы берем сталь 10, примерно вот такой толщины. Вот, и засовываем ее в печку до красна, чтобы она нагрелась. Потом мы вытаскиваем, ложим ее на наковальню и специальным молотком подбиваем, чтобы она вот такой формы стала. Кирилл, вот мы узнали о твоем увлечении в столярной мастерской, да? А расскажи нам еще, чем ты увлекаешься помимо того, что мы видели. До этого я ходил в Сан-Тату, там по дереву надо работать тоже. Кирилл принимает активное участие в конкурсах и фестивалях. Күн ота сыпсылас, кёхала, ып-ырас, үчігей, барыта, үчігей. Догору мичердир, жолом эн баргындир, үчігей, барыта, үчігей. Кирилл всесторонне развит. Он не только приобщается к якутской культуре, но и ведет здоровый образ жизни, каждый день занимаясь в спортивном зале. А еще Кирилл любит кататься на лыжах. Он добрый и открытый мальчик, и мы надеемся, что Кирилл обретет семью, успешно закончит школу, и все его мечты исполнятся.